Злоупотребление служебным положением, дача взятки, примеров коррупционной деятельности немало. Противодействие ей – общегосударственная задача. Ее решение касается всех органов власти, в первую очередь правоохранительных. Представители прокуратуры отмечают, за 9 месяцев в республике выявлено около 1000 коррупционных фактов. За указанный период органами прокуратуры республики выявлено 1156 нарушений закона в названной сфере. В целях устранения выявленных нарушений внесено 200 представлений. По ним привлечено в дисциплинарную ответственность 256 лиц. Принесено 194 протеста. По результатам их рассмотрения отменен либо изменен 161 незаконный правовой акт. В суды направлено 33 исковых заявления на общую сумму 51 миллион 811 тысяч рублей. Количество зарегистрированных преступлений в республике увеличилось на 73%. Число выявленных фактов взяточничества на 22%. Наказание за взятку или слишком дорогой подарок за оказанную услугу может привести к уголовной ответственности, но это редко останавливает нарушителей. 3 лица, которые занимали муниципальные должности и не представившие в установленные законом сроки сведения о своих доходах, были освобождены досрочно от своих должностей в связи с утратой доверия. Кроме того, по результатам рассмотрения искового заявления прокурора республики были досрочно прекращены полномочия депутата Народного собрания, который также не исполнил установленную законом обязанность по представлению сведений о доходах в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, нами были выявлены факты непринятия одним из министров регионального правительства, а также должностными лицами управления Россельхознадзора по республике нарушения мер по урегулированию конфликтов интересов. Можно ли искоренить коррупцию и как это сделать? Ответ на этот вопрос ищут участники конференции. Это представители органов государственной и исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес-сообществ. Какие профилактические меры чаще всего используются по борьбе с этой напастью, озвучивает представитель регионального отделения Ассоциации юристов России Руслан Сычоев. В этой связи мы предлагаем усилить работу по повышению правовой грамотности жителей Республики Ингушетия в сфере антикоррупционного законодательства и проводить мероприятия не только в органах власти и в организациях, но и проводить круглые столы в муниципальных домах культуры, проводить встречи с молодежью в высших и средних учебных заведениях. Это организация телепередач на национальном радио и телевидении. Но несмотря на предпринимаемые меры, они малоэффективны. Так, согласно анализу, проведенному Ассоциацией юристов, около 80% жителей столкнулись с коррупционной деятельностью. 60% из них не сообщили должностным лицам, а ведь самый эффективный способ борьбы – это общественное порицание. Распространение информации возможно на официальных сайтах, в каких-либо правоохранительных органах, либо на специальной площадке, это может быть и сайт, это может быть или какой-то электронный ресурс, либо в каком-то любом другом виде, с которым общественное порицание все-таки застанет это лицо. Республиканская конференция по противодействию коррупции проводится в регионе уже несколько лет подряд. Организатор мероприятия – Управление по профилактике коррупционных правонарушений при администрации главы и правительства региона. Правоохранительные органы Российской Федерации направлены материалы в порядке статьи 190 УПК Российской Федерации для принятия решений о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по этим материалам проводится работа, и дальше наше управление будет мониторить эту ситуацию и принимать необходимые меры. Столкнулся с коррупцией, сообщив соответствующие службы, советуют участники встречи. Обратиться в управление может каждый. У нас есть телефон доверия управления по профилактике коррупции. Телефон опубликован в средствах массовой информации и на интернет-сайте, официальном интернет-сайте главы Республики Ингушетия. Все желающие могут в будние дни с 9 до 18:00 обращаться устно, то есть в телефонном режиме, а после 18:00 и в выходные дни в виде СМС-сообщений. Все сообщения регистрируются, принимаются в специальном журнале учета. Сегодняшняя конференция проводится в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Цель мероприятия в первую очередь еще раз напомнить нарушителям, что риск дачи взятки слишком велик. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.